Урматтуу Кубат Сарыбашевич, сизге суроо. Вот в прошлом году, в июне месяце, мен был жердемин. В июне месяце я давал протокольное поручение по поводу автоматизации снятия флажка, да, задолженников, которые вот маленькие вот эти по ДТП там нарушением правил дорожного движения, там 2000 сомов, 3000 сомов, бүгүнкү күнгө чейин ничего не было сделано. Какие процедуры сейчас проводятся? Потому что сейчас, вот буквально недавно, без Харилу Туштуда, Магачи, человек улетает на операцию в Турцию. У него там 3000 сомнун штраф бар болчу, его не выпустили. Он объясняет, у меня вот здесь вот все документы, подтверждающие, что мне нужно срочно оперировать. Его не выпустили. Вот какие меры и что вы делаете по этому поводу, чтобы улучшить ситуацию? По поводу, как ранее было уже сказано, закон сейчас автоматически нам не позволяет снимать при оплате, но тем не менее нами разработан сервис, то есть на сайте судебного департамента сейчас имеется сервис по ПИНу. Каждый гражданин может зайти на сайт и проверить, является ли он вообще должником. Если он является должником, он, соответственно, он может до покупки билета вот это проверить. И если он является должником, обратиться, там будут сразу телефоны судоисполнителей, к которым можно обратиться и уточнить, какую задолженность он имеет перед государством или перед какие исполнительные производства. Дайте предложение, что нужно, где нужно изменить для того, чтобы автоматизировать ситуацию. Потому что даже были такие случаи, когда он штраф оплатил, у него квитанция на руках, но просто судоисполнитель забыл снять, и человек не вылетел. Понимаете, даже вот человек уже он проверил, он оплатил, но из-за там ошибки судоисполнителя он все равно не вылетел. Или там надо сумму изменить, то есть увеличить штраф, да, не 2000 сомов, не за 1000 сомов, там, если он должен там 100 тысяч сомов или 50 тысяч сомов, вот эти предложения нужно вносить, да. Тогда в этом случае я согласен, он должен оплатить. Но даже если в этом случае, если он автоматизированно, если он оплачивает в терминале, тогда выпускайте сразу, вот где нужно, какую статью нужно изменить, что нужно сделать для этого, потому что уже полгода прошло и ничего, да, не делалось в этом направлении. Это 52-ю статью закона о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве. Ну, проект у нас уже есть, в принципе. Хорошо, Рахмат.